главный судья Александр Степачев, Андрей Данилов. Добрый день, уважаемые болельщики, здравствуйте, друзья. Продолжает Башкирская хоккейная лига свои насыщенные выходные дни или свою программу в эти насыщенные выходные дни. Такого обилия и количества матчей мы еще в исполнении лиги не видели. И у нас первое удаление. Алмаз Хасанов, номер 1. Ворота команды УФСИН защищает Артем Романов, 33. Едва лишь сыграли 20 секунд и удаление в составе УФСИНа. Артур Гильванов. Я даже не успел представить вам матч, как тут же уже остаются в меньшинстве представителей УФСИНа. Ну что ж, вашему вниманию представляется матч, в рамках которого встречается управление Федеральной службы исполнения наказаний. Они в форме темные, по левую руку от нас, и противостоять им будет команда «Уралец». Если вдруг кто не знает, это коллектив депутатов Госсобрания Республики Башкортостан. Поговорим обо всем, давайте по порядку. И прошли игры, насыщенные выходные были сегодня также. Ожидаются зрелищные матчи, но позвольте, с вашего позволения, сначала озвучить составы участников. Команда «Уралец» так слегка редеет, да, ряды, можно так, позвольте выразиться. В две пятерки играет коллектив. Вратари команды: Алмаз Хасанов, номер 11, Рустем Ахунов играет. Алмаз Хасанов играет под первым номером, Рустем Ахунов под номером 11. Полевые игроки: Евгений Ахмадуллин, 2, Александр Меркулов, 8, Егор Попов, 9, Григорий Долбин, 12, Альберт Газизов, 21. Антон Матрёнин заявлен под номером 29, Илья Джиганенко, 68, Дмитрий Максимов, 78, Кирилл Ивлев, 91, и Степан Полянский играет под номером 99. Как я уже сказал, в две пятерки будет действовать коллектив, а вот в свою очередь представители УФСИНа в большем количестве игроков подошли к этому матчу. Давайте же, конечно, озвучим и составы этого коллектива. Вратарь заявлен у нас единственный: Илья Рассказов, номер 35, именно он обороняет раму ворот коллектива УФСИН. Полевые игроки: Игорь Репш, 7, Евгений Столовин, номер 13, Андрей Князев, 19, Андрей Горбунов, номер 24, Раиль Емелов играет под номером 27. И здесь опять у нас очередное удаление. И классная контратака проводит сейчас коллектив УФСИНа. Напомню, в меньшинстве они были. О том, что в полном составе играет этот коллектив, информация от судьи информатора не поступала. В свою очередь на ваших экранах Александр Меркулов крупным планом отправляется в штрафной бокс, и уже «Уралец» остается так же вчетвером, как и их соперники. А мы продолжим дальше составами УФСИНа. Представили мы Андреев, это 19 номер Князев, 24 Горбунов. Двигаемся дальше. Рамиль. Прошу прощения, все-таки послушал, что говорит судья-информатор.
Раиль Емилов играет под номером 27, 33-й Артем Горбунов, Павел Купчев 36-й, Григорий Курбанов 41-й, Антон Муфтахудинов номер 43-й, Александр Мальевский 55-й, Артур Гельванов номер 80, 86-й Сергей Ведерников, 88-й Нурман Литкулов, 91-й Азат Тагиров и под номером 99 в коллективе УФСИН играет Вадим Самусенко. Тренер команды Павел Игоревич Володин. И здесь у нас очередное нарушение правил. Третье удаление. Еще не сыграли мы даже 5 минут, дорогие друзья. Ну, честно говоря, ожидал я, что примерно такой насыщенный будет матч. Но, конечно же, не в плане удалений, да, а нам, как зрителям, хотелось бы больше хлеба и зрелищ. Подавай побольше голевых моментов. Вот. Но третье нарушение за 4,5 минуты игрового времени. Интересно. По поводу настроя на игру, вот, я обратил внимание, как перед тем, как прозвучали гимны, перекрестился Игорь Репш, и отсюда ну, появился такой определенный настрой, да, по крайней мере у меня, что УФСИН готовились к этой встрече, и, конечно же, подходят они все оружие в том плане, что настрой у коллектива очень даже боевой. Илья Джиганенко и Александр Меркулов на скамейке штрафников, согласно нашему информ-табло. Меркулов буквально считанные секунды остается до его выхода, а вот Джиганенко там проведет еще чуть больше минуты. Втроем остался коллектив уральца. Здесь есть возможность у УФСИНа открыть счет в этом матче. Если вот сейчас уралец в быструю контратаку Ахмадулин пытается уйти, но тут же с плотной опекой. Под плотную опеку берут его защитники из коллектива темных. Сделать в том моменте ничего не получается. Тагиров. Я обратил внимание, да, дорогие друзья, чатик у нас активен, все по-прежнему пишите сообщения, давайте поддержим эту игру, пообщаемся, в том числе и с вами. Денис Бойцов вот, персонально топит за Вадима Самусенко, номер 99, пишет, что номер сердца. Также прочит, что выпустили его на лед. Он сделает красиво. Ну, давайте посмотрим. Игра еще впереди у нас, в разгаре матч. Первый игровой отрезок только стартовал. Поэтому, я думаю, у Вадима еще будет возможность проявить себя. А в полном составе играет уралец. И, вы знаете, ну, честно говоря, УФСИН не воспользовались, да, такой возможностью. Играя в пятером против тройки игроков состава уральца, конечно же, счет, может быть, в теории-то можно было и открыть уже к этой минуте, но пока об этом говорить рано. В атаке УФСИН владеет игровым снарядом Раиль Емилов. Благополучно для своего соперника шайбу потерял. Джиганенко на центр через Ивлева. Перехват в исполнении темных. Ну, каких-то сверх таких активных действий я на данный момент не вижу ни от УФСИНа, ни от уральца. Уральцу, конечно же, потяжелее играть в том плане, что в две пятерки они играют, да, короткой скамейкой. И здесь вот, в плане игры, в плане времени, да, конечно же, больше шансов у коллектива УФСИН, так скажем, в более хорошей форме подойти, ну, допустим, к третьему периоду матча, да, когда частые замены у депутатов могут внести какую-то свою лепту в эту игру, ну, просто по законам физики, да, нас больше, и
но сильнее. В теории может быть так сегодня у УФСИНа, но хоккей, игра по-своему интересная и завораживающая, поэтому здесь, конечно же, возможно все. Какие-то преждевременные выводы делать абсолютно рано в связи с этим. А Люсьен считает, что УФСИН чемпион, просит шайбу. Давай, давай, пишет Люсьен. С неудобной руки бросал Евгений Ахмадуллин. Задумка была хорошая. Выход 1-1 в исполнении УФСИНа. Но такие, конечно, надо решать. Вадим Самусенко был на ваших экранах. И здесь Алмаз Хасанов, ну, вытаскивает, да, просто закрыл, конечно же, он правый угол своих ворот. И вот как раз-таки по направлению Вадим Самусенко двигался именно туда. И в какой-то последний момент, я уже так полагаю, что Вадим понял, наверное, что нужно было раньше, да, производить этот бросок. Уж слишком становился в плане геометрии тупым этот угол для броска, который носил Вадим Самусенко. Джиганенко заходит справа. Шайба уже доставлена на левый фланг. Под синюю тут же Ахмадуллин заряжает свою пушку, но был не точно. УФСИН лучший, пишет нам Ахмед. Так, довольно такие обширные получаются у нас выходные, но выходные не у всех. Башкирская хоккейная лига постаралась воспользоваться этим моментом, и проводились игры каждый день. 7 марта встречались БЭСК с Уральцем. Вот счет в этом матче составил 5-4 в пользу БЭСКа. Одна шайба. Во втором периоде была, ну, так скажем, наверное, решающей, да, по периодам. Счет 1-1, 2-1 и 2-2. И вот, исходя из этого показателя, мы, в принципе, можем сделать выводы, что первый период сыграли в ничью, и третий период также в ничью с энергетиками играл Уралец. Вот во втором периоде все-таки на одну шайбу больше забросил БЭСК, и этого результата хватило энергетикам для того, чтобы одержать победу над Уральцем в матче, который проходил 7 марта. В свою очередь, в Международный женский день также не отдыхала лига. 8 марта проводилась встреча Транснефть Урал и Баш РТС встречались. 5-0 завершилась игра. В первом периоде Транснефть уверенно забросила на 3 шайбы. Все-таки показала, да, Баш РТС, что не просто так занимает она в турнирной таблице верхние места. А вот уже даже ни одной ответной какой-то шайбы в том матче мы, к сожалению, от распределительных тепловых сетей не увидели. Накануне, буквально вчера, у нас играл БЭСК против башкирской генерирующей компании. Счет матча 3-1 в пользу энергетиков. Уже в этом противостоянии, так же как и с Уральцем, они одержали победу над своим соперником. Вбрасывание в районе синей линии белых. Матрёнин выходит практически под шайбу, да, препятствовал броску, но
И сразу быстро контратаку убежали Жиганенко, Антон Матрёнин. Довольно-таки быстро разворачивается действие. Казалось бы, только-только владеет шайбой ЮФСИН, однако нет. Высокий прессинг попытались сыграть белые. Однако шайба перехвачена, уже доставлена в зону уральца. Какого-то броска или ответных действий в плане создания игрового момента мы так и не увидели. Наш взор переключается в зону УФСИНа, но здесь быстрый перехват, и Тагиров будет опять выходить 1 на 1 с Хасановым, но в этот раз не получилось. Довольно уже все-таки поздно, да, опять же понял Тагиров, что бросать нет смысла, когда уже понял голову, ну там далеко за ворота уже укатился Азат, и в этом моменте ничего интересного противопоставить команде уралец не смог. Очередная остановка. Капитан команды депутатов Госсобрания Антон Матрёнин отправился в штрафной бокс. Концовку первого периода проведут в меньшинстве депутаты. Минут 45 до окончания первого периода и позволят, дорогие друзья, что счет по матчу у нас пока не открыт. Князев. Снова Князев с шайбой, отдает ее дальше. Направо на закругление бортика. Здесь подключается у нас Горбунов. Бросок неплохой, но недостаточно это для того, чтобы обыграть Хасанова. Что-то нужно здесь ЮФСИНу придумать поинтереснее. До лицевого борта. Тутшев. Последние минуты первого периода. Горбунов в борьбе. Шайбу уступил, но надолго ли пока непонятно. Перехватить у белых не получилось, а в свою очередь УФСИН здорово, можно сказать, окопались здесь, да, в зоне уральца. И постоянно поддавливали. Конечно, сейчас Хасанову не позавидуешь. Ну, момент, давайте будем честны, как бы довольно напряженный, да, в том плане, что счет матча не открыт, и я думаю, уйти на первый перерыв с боевой ничьей или с пропущенной шайбой, я думаю, что однозначно уралец выберет первый вариант. Наверное, больше не будет по душе, можно будет перевести дух и уже во второй период зайти с новыми силами.
Поиграли немножко под музычку, ну а что, нужно и так, чтобы слегка взбодриться. Взбодриться, да, предложено. Товарищ режиссер, ну ладно, что бывает всяко. Ничего, самое главное. Не пропустили важного на второй период. Команда УФСИН проводит свою встречу в соперниках. А Уралец, это, на мое удивление, счет матча еще пока не открыт. 0-0 у нас закрепилось на табло. В чатике ажиотаж, смотрю, я заглянул. Люсьен, давай, всем лучший, Самиченко красавчик, всем вперед и так далее. Родненький, давай шайбу, Самиченко, пишет Ахмед. А Люсьен считает, что надо сжать поактивнее уральца. И присоединяется к нам Аделина Уралец, красавец, 9 номер. Так. УФСИН в зоне уральца. И здесь классная передача. Замыкает уже игрок уральца и Раэль Ямилов. Игрок УФСИНа, конечно же, оговорился я, когда увидел такое шедевральное взятие ворот. Ну, действительно, что поиграли 20 минут практически с небольшим, да, и ни одного взятия, а здесь прям уж оговорился ваш комментатор, а все от того, что гол Раэля Ямилова фактически застал меня врасплох. Да, есть первый гол. 1-0. Мы говорили с вами о том, что короткая скамейка уральца. И здесь ситуация на самом деле будет разворачиваться где-то ближе к третьему периоду, я так думаю. На данный момент уралец уступили. Да, на шайбу-то уралец как минимум не играли, наверное, да, с чего только стоит та игра в первом периоде, когда остались втроем представители коллектива Уралец. Как ловко они действовали там, и даже находясь на 2 человека больше, да, в пятером против троих играл УФСИН, и ничего противопоставить не смог. Конечно же, большая заслуга там была Алмаза Хасанова, вратаря команды. Мы должным образом отдаем дань уважения защите. Очень блестяще играли в том моменте. Ну а вот здесь так сложилась судьба, что оставили неприкрытого в районе пятака Раэля Ямилова, и, собственно, который свое дело-то и сделал. За задержку соперника клюшкой у нас сейчас будет удаление. Да, приглашают. Не стал спорить Антон Мустафуддинов. Ну, какой-то вопрос все-таки был, да, у него нерешенный. Вот, пару слов сказал арбитру. Арбитр ему указал на скамеечку штрафников. А Антон не стал ничего придумывать и спорить. Решения судей, как правило, не обсуждаются. А если пойти поспорить, то, наверное, можно и до конца игры с этой скамеечки не выйти. Вот, поэтому, в общем, чревато все это может быть своими последствиями, все споры с судьями в хоккейном матче. Горбунов.
Ну, обыграл, давайте будем честны, всю команду. Здесь же в падении пытался и переиграть Хасанова. Благо для уральца сделать это у него не получилось, но в свою очередь момент был довольно-таки классный. Емелов решил пойти на дубль. Жиганенко заходит справа, вся защита на месте. У УФСИ наступает в борьбу Матрёнин. Ахмадуллин переводит фланг атаки. Меркулов налево. И где игровой снаряд у нас? Он в ловушке у Ильи Рассказова. Ребята, держите ворота, пишет Люсьен. Ах, был такой момент. Да много моментов было уже, Люсьен. У нас по ходу игры и порядка 35 минут уже сыграли. 17 и 7, 25, да. Проведено в этом матче. Пока одна шайба, ну... Подчеркивает это, да, о том, что примерно плюс-минус. Ну, по крайней мере, если не в турнирной таблице, то в целом по игре команды смотрятся равно. Возможно, УФСИН чуть позже еще себя проявят. 2 пятерки заявлены у уральца. И пока есть силы этих отважных хоккеистов, нужно стараться забить по максимуму. Ахмадуллин. Максимов. Меркулов на Максима. И шайба где-то поближе к Алмазу Хасанову все-таки откатывается. Так, я, по-моему, что-то начал говорить о турнирной таблице. Давайте тогда, наверное, и завершу свою мысль. На данный момент возглавляет турнирку команда Транснефть Урал. На втором месте идет УФСИН. 14 игр проведено у этого коллектива. 12 одержали победу, 2 уступили. 35 очков в зачете Управления Федеральной службы исполнения наказаний. И по шайбам забитые и пропущенные 73 против 23. Довольно высокий показатель, давайте будем честны. 73 шайбы. При этом 23 пропущено. Ну, как бы подчеркивает класс коллектива, конечно же, эти цифры. Так, Максимов-то делал свое дело и работу, да, в то время как, по-моему, что-то пытался к арбитру обратиться. У нас кто-то из коллектива УФСИНа, за что удаление, за то, что обратился к арбитру. Вот так вот, дорогие друзья. Горбунов. Переходим на точку вбрасывания, так что поближе. Рассказывал. А вот давайте будем честны, у Ильи-то работы, в принципе, не так много, да, в последнее время. Как казалось бы, я обращаю внимание, потому что не так часто называю его фамилию и имя, а вот все-таки Алмаз Хасанов у нас звучит в эфире почаще. Давайте исправим ситуацию. Рассказов. Гальгорта. Князев. 6,5 минут остается играть. Пока один гол только мы с вами увидели, дорогие друзья. Уралец момент создает. В целом хорошую игру демонстрирует. Но пока вот до взятия ворот дело не дошло. Меркулов.
Так, про УФСИН в рамках турнирки мы с вами поговорили. Давайте же, конечно, озвучу команду «Уралец». Да, 13 игр у них проведено, из которых только в 3 удалось им одержать победу. 9 очков в зачете коллектива «Уралец», идут они на 5-й строчке. Шайбы забитые, пропущенные, разница. Или называйте кому как удобнее. Момент-то какой был классный. Браво, Рассказов, конечно, вытаскивает, да, сейчас, казалось бы, уже не берущуюся шайбу. Илья демонстрирует нам свое мастерство, и, надеюсь, перерывчики-то мы, возможно, увидим повтор этого момента. Очень мастерски там действовал Илья Рассказов. Смотри, он бросал ловко из-под защитника, и в свою очередь, как мне показалось, Рассказов шайбу-то не контролировал в том моменте, потому что где-то шайба, она попала ему в том моменте в плечо. По-прежнему продолжает давить «Уралец». Рассказов остался без клюшки. По крайней мере, на время. Здесь выход 1-1 у УФСИНа, и нету взятия ворот. Разводит арбитр руками. А вот с нашего ракурса казалось прям, что направляется в район сетки как раз-таки шайба. Но нет. Ракурс сделал обманчивое. Все-таки мимо левой штанги прокатилась шайба. Не договорил я про «Уральца». Так, 36 шайб забросены они по ходу этого сезона БХЛ, и 78 шайб уступили, 9 очков в зачете команды депутатов. Сегодня нас также ожидают еще игры, да, помимо УФСИНа и «Уральца». Сыграет в 17:30 БГК с «Транснефтью», а в 19:00 изюминка вечера коллектив «Баш РТС» сыграет с БСКом. Уфа-арена, та, что малая мы играем. Если вдруг кто-то смотрит нас из болельщиков и, возможно, хочет прийти посмотреть живую матч, приходите, дорогие друзья, не стесняйтесь, вход свободный, спокойно всех пустят. Как зовут, не спросят. Рассказов, красавчик, держи ворота, пишет Люсьен, УФСИН, давайте выигрывайте. Сообщение Ахмед. Скандирует трибуну. Ну, пока, да, не слышал я особо, что скандировал трибуну, но есть зрители на матче. Вот, с боковой камеры хорошо нам открывается ракурс, можем понаблюдать, что болельщики на трибунах, конечно же, присутствуют. Возили шайбу и привезли ее в цепкие лапы Алмаза Хасанова. Тут же ловко он ее фиксирует. Ну и переносимся на точку вбрасывания в зоне белых. От УФСИНа Евгений. От «Уральца» Илья Джиганенко. Боролись за шайбу, но в результате этих незамысловатых действий все-таки остается шайбу Джиганенко. Сквозь двоих, да, сейчас он просочился, можно сказать, Илья на синей линии. Уже увидел, что сразу два защитника его встречают.
Ой-ой-ой, по футбольному. Да, здесь Илья принял игровой снаряд и нету взятия ворот. Все-таки хорошая позиция бросковая находился 13 номер состава УФСИНа. И даже слегка так сам подразочаровался, да, в конце этого эпизода. Второй период завершен, дорогие друзья. Немножко отдохнем. Никуда не расходимся. Возвращаемся в увлекательный поединок между командами УФСИН и Уралец. Пока единственный заброшенный гол оформил взятие ворот у нас Рэй Емилов. В этом моменте ему помогали Налиевский и Павел Путшев. Собственно, на данный момент это все. Пока третий период, я думаю, немножко нам раскроет, да, как-то ход этой встречи. Ну и в теории что-то должно здесь случиться. Вариантов развития событий немного. Либо Уралец начнет отыгрываться, возможно, возьмет инициативу на себя. Ну и либо второй вариант — это то, что УФСИН фактически будет укреплять свое преимущество по счету. Короткая скамейка уральца, неоднократно мы про это говорили. И это самая, наверное, развязка в третьем периоде бывает в таких ситуациях. Потому как, играя в две пятерки, ближе уже к концу матча, соответственно, по всем законам физики, сил остается все меньше и меньше. В свою очередь УФСИН играет 3 пятерки, 15 человек заявки в этого коллектива. И в этом плане, конечно, в плане физики они здесь будет немного попроще. Шайба у темных, Репш по диагонали отдает ее на Тагирова. Тагиров, знаете, интересный игрок в составе УФСИНа. Назад Тагиров очень часто забрасывает. И вот сейчас я увидел, как сразу два защитника, ну, можно сказать, набросились, да, там на него с целью отобрать шайбу, конечно же. С одной стороны, мне вроде как это говорит о том, что одного человека там недостаточно, чтобы отобрать шайбу у Тагирова, да, и, возможно, какая-то некая тактика, да, у уральцев, то есть ключевые игроки в команде, такие как Азат Тагиров, то есть, соответственно, они
находится постоянно под пристальным повышенным вниманием. И в связи с этим сразу двое направились, чтобы попробовать отобрать игровой снаряд у Азата Тагирова. Но, с другой стороны, медали, наблюдая периодически за играми, да, БХЛ, вот, зная Азата Тагирова как игрока в составе ФСИНа, я, конечно же, делаю выводы, что, вы знаете, иногда и двоих даже недостаточно, чтобы все-таки так противостоять Тагирову. Как-то очень ловко и хитро он управляет шайбой, да еще так, что вот не всегда соперник сам понимает, что хочет сделать. Что сейчас сделает Азат Тагиров, предсказать его какие-то действия довольно-таки сложно. А Игорь Репш на всех парах набирал скорость. Думал, вот-вот сейчас ворвусь в зону соперника. Но тут же нарушает он правила. Антон Матрёнин. Ой-ой-ой, вынесли кубок победителю регулярного чемпионата Башкирской хоккейной лиги. Да, показали нам. Давайте отдадим должное. Кубок-то солидный. УФСИН забрасывает еще одну. Хасанова обыграли. А вот как это было, давайте посмотрим. Еще раз. После выбрасывания Пупшев оставил шайбу за своим коллективом. Берет ее Князев. И тут вот ряд добиваний, да. Вот с этого ракурса, возможно, будет видно, потому что помимо Павла Пупшева там еще и защитник Дмитрий Максимов, по-моему, касался шайбы. Вот. Но так понимаю, что запишет это взятие ворот на Павла. Команда «Уралец» играет в полном составе. Да, все верно. Антон Матрёнин вышел. Вы знаете, нам показал режиссер, да, повтор вот этого момента, когда Антон Сергеевич нарушил правила на Репше. Вот. Но несмотря на все, просто я увидел, как подъехал потом Матрёнин. И, ну, наверное, что-то не попроси прощения, да, а, ну, по крайней мере, извинился за этот эпизод, потому что там ну, во-первых, давайте так, сорвали атаку. Ой, здесь перехват, а какой Джиганенко можно бросать, неудобно это делает. Матрёнин, будет добивание или нет, пока не будет. Сорвали атаку у Репша, положили на лед. В общем, не очень приятный момент, конечно. Отправился на скамейку штрафников Матрёнин, и тут же, словно, ну, можно сказать, позвольте так, как своего рода наказание, да, команда «Уралец» вот, за этот эпизод пропускает очередную шайбу. Счет в матче становится 2-0. Максимов неплохо бросал, но этого недостаточно для того, чтобы обыграть Рассказова. Неплохо действует Емилов. Сегодня он уже забрасывал. Собственно, счет в матче открыл именно он. 2-2. Выход. Матрёнин шайбу уступил. Я ж подумал, может, такой фирменный дриблинг нам какой-то продемонстрировал Матрёнин. На арбитр что нам здесь показывал? Что вышла шайба из зоны, да, по-моему. Входить туда. Так, Люсьен все-таки просит, чтобы шайбу уводили в зону к белым. Что, собственно, и делает.
представитель управления Федеральной службы исполнения наказаний. Неточная передача, могла бы она привести к тому, что Альберт Газизов отправится в быструю контратаку, но вот как-то скорости не хватило. Газизова контратаку-то ушел, но быстрее она не получилась. Там Антон Муфтахудинов закрывал свою зону и в этом моменте его опередил. Увсин шайбой был какое-то время. Уже перехватывает белый. Ну вот видим, да, Газизов как бы с трудом так уже где-то местами передвигается. Игроки уральца все-таки силы на исходе или это просто отдельные игроки такие. Нарушение численного состава. Так, а у кого? У уральца. Ну да, в шестером решили поиграть. Говорит, нас сегодня меньше. Мы только 2 пятерки играем. Поэтому решите, пожалуйста, шестую. Вывести на поле. Газизов отправился в штрафной боксик. А в теории, может быть, тайм-аут взять уральцу? Ну вот, как вы считаете? Чуть-чуть перевести духу, побольше отдохнуть. Вот показали Антона Сергеевича Матрёнина. Ну, видно, что как бы силы-то на исходе. Играть еще чуть меньше половины третьего периода. И пока счет, знаете, он такой неоднозначный. То есть 2-0 уступает уралец, но я думаю, здесь прямо в любую минуту может ситуация исправиться в пользу уральца. Ну и также, конечно, усугубить ситуацию для уральца может и Уфсин, забив еще одну или несколько. На данный момент самым результативным игроком в коллективе Уфсин у нас является Павел Пупшев, потому что на его счету сегодня, помимо заброшенной шайбы, и еще результативная передача или ассист, да? Как пишет в некоторых статистиках. Хоккейный матч. Джиганенко неплохо, вот добивания уральца не будет. А, наверное, хотелось бы болельщикам, депутатов госсобрания, чтобы Илья Джиганенко вторым темпом-то поддержал эту атаку. Выход 1 на 1 практически. Есть первое взятие ворот от уральца Евгений Ахмадулин. На ваших экранах перехватил шайбу, да, ловко здесь обыграл защитников, очень действовал активно, нашел оперативный простор, бросок, и Рассказов с этой шайбой справиться не смог. 2-1. С передачи Александра Меркулова, номер 8, и Джиганенко, номер 68. Шайбу забросил Евгений Ахмадулин, номер 2. Команда уралец играет в новом составе. В полном составе продолжает играть уралец. Счет в матче 2-1. Как мы с вами уже говорили ранее, что какие-то делать выводы или предугадать исход этого поединка на данный момент не представляется возможным. Сдвинули ворота. Конечно же, рефери вынужден игру остановить. Четыре с половиной минуты играть. Насколько вот боевой дух поднимется сейчас у уральца в связи с этой забитой шайбой, пока, конечно, неизвестно, но в теории, если достаточно было
одного Евгения Ахмадуллина, чтобы забить и практически всю команду в своей зоне обыграть у Евсина, то такими темпами Уралец может отыграться. Напомню, в случае, если так будет, согласно регламенту, если победитель не выявляется в основное время, по завершению третьего периода будет серия после матчевых бросков. Удаление в составе депутатов. Мы сейчас будем с вами наблюдать. И, конечно же, остается четвером они. Под занавес третьего периода, тогда, когда еще Джиганенко, да, ударили. То есть ни для кого не секрет, что Джиганенко один из топовых игроков в своей команде. Это тот человек, который, можно сказать, является одним из главных архитекторов атак команды уральца. Про послематчевые броски пока говорить довольно-таки далеко. 5 удалений. Ну что ж такое? Сколько их было в сегодняшнем матче? Я думаю, где-то к десятку, наверное, мы уже приближаемся. Максимова. Ну и обменялись любезностями. Антон Мустафудинов и Дмитрий Максимов. Ну, есть что обсудить. Так, 2 минуты до конца третьего периода. Втроем остается уралец против мастеровитой пятерки Евсина. Ну и, наверное, тот самый момент, когда Евсин все-таки может поставить точку в этой встрече. Артур Гильванов, дорогие друзья, я прям вот только сказал и забрасывает Гильванов. Может быть, вы подумаете, что я где-то в будущем подсмотрел этот момент, но нет. На самом деле нет, уважаемые болельщики. Как же ловко здесь, да, обыграли. И защитников отвлекли внимание. Тут же передача. Так, ну 80-й номер Артур Гильванов. Я все правильно вроде как разглядел. Дождусь, конечно, судью информатора. Да, все верно. 3-1. Мы близки к финишной развязке. Джиганенко заходит справа уже. Практически теряя равновесие, там бросал, но больше, по-моему, равновесие потерял там защитник у Евсина. Минуту остается играть. 2 шайбы за это время, конечно же, отыгрываются, но, судя по всему, не в той ситуации, которая сейчас уралец. Вот те самые 2 пятерки, короткая скамейка, они не позволяют сейчас демонстрировать хорошей скорости коллективу. Матрёнин на ваших экранах, Джиганенко, Ахмадуллин. Ну, давайте будем честны, все максимальные силы сейчас лучшие брошены на реализацию этого момента. То есть те люди, которые в защите, конечно же, играют ловко и в то же время могут быструю контратаку убежать, например, как Антон Матрёнин сейчас устремляется. Джиганенко поддерживает в этом плане. С неудобной руки бросок, и есть вторая шайба. 30 секунд до окончания третьего периода. Уралец забрасывает вторую.
Смотрим на повторе. Джиганенко бросался неудобно. Но там больше передачи, да, была на Матрёнина, и уже Ахмадуллин все это дело. Все это дело замыкает. Дубль на счету Евгения Ахмадуллина. Перерыв команды «Уральц». Давайте немножко прервемся и мы. С передачей Антона Матрёнина, номер 29, и Чиганенко, номер 68. Шайбу забросил Евгений Ахмадуллин, номер 2. Как мы уже сказали, дубль на счету Евгения Ахмадуллина. Это единственный из состава уральца, кто на данный момент смог забросить шайбу. Чуть меньше 20 секунд. Ну, по факту это одна атака, да, то есть один шанс есть у уральца, чтобы как-то попытаться перевести эту встречу в серии постматчевых бросков. И раз уж сегодня Ахмадуллин играет ярче всех, по крайней мере, в плане создания голевых моментов, доверили шанс этот ему, но время, к сожалению, играет не на пользу уральца. ОФСИН одерживает победу 3-2. До последнего бился уралец, но из цепких лап управления Федеральной службы исполнения наказаний эту победу вырвать у уральца не получилось. Матч окончен, дорогие друзья. С вашего позволения, разрешите откланяться. До новых встреч на хоккее. Сейчас будет.